Наша история, наша организация началась с того, что в нашей семье родился наш первенец, мой сын, и он родился с инвалидностью. Будучи педагогами, мы понимали, что нашему сыну нужно образование. То есть мы понимаем, что всем детям нужно образование. К сожалению, мы не попали в садик, да, тогда мы не знали своих прав, мы не знали, куда можно обратиться. Мы просто пошли в садик, нам сказали нет, и мы ушли. Да? На сегодняшний день мы, конечно же, развились и знаем свои права. Но тогда для нас это был очень большой удар. И все специалисты вокруг говорили, что мы должны пойти в интернат. Но мы понимали, что в интернате ребенок не может развиваться полноценно, потому что для полноценного развития каждого ребенка нужна семья, нужна поддержка родителей. Я бы хотела, чтобы каждый родитель, несмотря на все сложности, они принимали своего ребенка таким, какой он есть, и развивали его. После того, как я прошла курсы по инклюзивному образованию, мы начали думать о том, чтобы открыть организацию. И вместе с родителями, которые тоже, как и мы, не хотели оставлять своего ребенка в интернате, да, хотели учиться в общеобразовательной школе. Это получается где-то в 2005 году, то есть мы задумали, мы начали эту работу, и уже в 2011 году мы официально зарегистрировались в Минюсте и назвали свою организацию «Рушди Инклюзия». То есть мы думали, что мы будем развивать инклюзивное образование в нашей стране, и так и получилось. По модели вот этих курсов, которые я прошла в Индии, мы поняли, что нужно открывать поддерживающие классы. И вот как раз-таки в 2012 году у нас получилось открыть ресурсный класс при школе номер 28. И цель этого класса была поддержка учителей, поддержка родителей и поддержка самих детей, потому что нашим деткам нужно немножко, наверное, больше внимания, немножко больше занятий, да? И мы организовали здесь такую среду, которая могла бы помогать и ребенку, и родителю, и в том числе и учителям. Потому что, будучи педагогом, закончив педагогический университет, я знаю, что нам никто не говорил, что к нам придут такие дети. Да? То есть время было другое. То есть в постсоветском пространстве детей с инвалидностью, с какими-то отклонениями отправляли в интернаты. Да? И такая была система. Но сейчас все меняется. Сейчас все знают свои права, да? А в нашей Конституции, нашей республики написано, что каждый ребенок имеет право учиться там, где по выбору, да? То есть родители имеют право выбора. И поэтому я бы хотела обратиться к родителям, чтобы они знали свои права, чтобы они шли именно в общеобразовательную школу, и чтобы они шли именно в 7 лет. Да? Очень большой миф, что ребенок не готов к школе и нужно время его подготовить. А где он может подготовиться? Да? Как он может подготовиться, если он будет дома? То есть каждый ребенок в 7 лет должен пойти в школу. Почему я это говорю? Это показывает очень большой опыт. Многие родители приходят и говорят, что вот специалисты сказали, что он не готов, и ребенку уже 8 лет, 9 лет, а его до сих пор он до сих пор не в школьной среде. И это очень плохо, потому что ребенку очень сложно адаптироваться не в своей среде, потому что каждый ребенок, он лучше адаптируется со своими сверстниками, как и мы с вами, да? Поэтому каждый ребенок должен идти в школу именно в 7 лет, несмотря на то, что он не может говорить, несмотря на то, что он не может держать ручку. В школу мы идем для того, чтобы учиться, да? Потому что ребенок, может быть, и не заговорит, но это не значит, что он не будет посещать школу или не может посещать школу. Школа дает ему навыки общения, навыки жизни среди своих сверстников, навыки
общения с сообществом, в котором ему в дальнейшем жить. В рамках проекта «Мы разные, но равные», который мы начали с января текущего года, мы проводим тренинги по осведомлению прав детей с инвалидностью, прав детей с инвалидностью на образование, и именно на образование в общеобразовательной среде. И как раз-таки в рамках данного проекта мы проводим тренинги для учителей и для родителей. И данный проект показал, что многие учителя не знают прав детей с инвалидностью, и многие считают, что они должны учиться не в школах, что для них должны быть какие-то специальные условия. И поэтому мы решили, что будем работать с ресурсными классами в этих школах, чтобы помочь учителям и помочь этому сообществу внедрять детей с инвалидностью именно в общеобразовательную среду.